СВО взял, бывший участник СВО взял в заложники женщину и убил ее. Меня уже несколько дней, пару недель, уже не отпускает мысль одна, которую мне признавать очень тяжело. Мне, коммунисту, да, я это скажу, мне очень тяжело признавать эту мысль, и это на самом деле просто ад, осознавать это. Но не может сказать. Огромному количеству женщин скорее повезет, если ее муж не вернется со СВО. Думаю, вы понимаете, почему. Поняли? Когда-то я говорил об этом, но только не в таком образе, блядь. Ну, я не рассчитывал, что такой образ еще появится. СВОшники – это, грубо говоря, наши враги. СВОшники. Но в то же время, если мы их переубедим, башкир белән татарны, ну, по крайней мере, мы их можем развернуть против Москвы. Но узкожопых трудно будет. Поэтому то, что они там дохнут, как мы постоянно в комментариях и в этих читаем, да, видим, знаем, то, что они там дохнут, само собой, плюс, блин. Но это слышать от женщины уже, такое слушать, ну это, блин, это уже беспредел, помню. Понимаю я так. Я считаю, что Башкортостан и Татарстан до такой степени дичью такой не должен заниматься. Все-таки эти манкурты, многие как бы поошибочно поехали туда, поошибочно. И мы постараемся их вернуть, как говорится, в нашу колею. И использовать в нашем деле. И я в каких-то эфирах, помню, говорил, что их как бы пустим первым рядами. Если помните, манкуртов мы пустим первым рядами. Но пустить-то пустим, но главное, чтобы они, как говорится, не перешли на ту сторону. Вот это самое главное будет, понимаете, в нашем походе, так сказать, на Москву. Максимально я считаю, что задача нашего вот этого всего дела общего, то, что ну, СВОшники вернутся или нет, там, нам это уже как бы харангул жира. Внутри манкурты должны увидеть вот то, что происходит с СВОшниками, и понять, мы на каком уровне и что мы хотим. И тем самым сделать свой выбор. Если они сделают против, получается, нас, значит, они подписали приговор. Потому что мы максимально кого-то там, может, успеем посадить, но они, если пойдут с оружием, то придется всех мочить. Другого варианта нет. Поэтому как бы я ее прекрасно понимаю. Кому-то смешно, кому-то что, но я ее прекрасно понимаю. Что, почему? Потому что женщинам убиться после, как бы в данный момент это война получается, убийственная война, это не защитная война, это убийство. И жить с СВОшником в дальнейшем, вот даже я представляю себя, допустим, меня бы отправила бы бывшая, я приехал, блин, допустим, да, выжил я оттуда, вернулся, и как я должен жить? Я же убийца, я же убивал украинцев, допустим. Это же писец, блин. Как жить, блин? А вот когда ты идешь за свою землю из Башкортостана, Ичкерии, там, до Татарстана, Бурятии на Москву и возвращаешься живым, блин, как-то по-другому, вам не кажется? Даже уже звучит по-другому. Поэтому вы должны вот этот момент даже хотя бы понять в себе. Когда вы претесь в эту сраную войну, называя СВО, блин, сволочи вот эти. Вы думаете, что сезнен нәрсеге шегес дұрыс юлда, блядь. Вот дұрыс юл түгіл, блядь, был. И дураку ясно, это шайтанская заварушка, так сказать, путинасоса этого. И вы идете, получается, как этот, сказали, надо сделать, короче. Вот как-то вот так. Таким образом, мы, получается, теряем свое население, в первую очередь. Мы теряем свое население с каждого региона. Вот до этого я в эфир вел, прочитал я вам, какой-то нация, талмачи или что ли, какие-то талбазы, какие-то узкоглазые нации
теряется, оказывается, уже все, их мало осталось. Недавно умер 18-летний. 18-летний был на войне. Все. Шундыхаль. Да. Габбасов. Очень четкое объяснение. Что он сказал, Габбасов опять? Грузит очень тяжело, короче. Интернет не тянет. Так. Дагестан. Вот из башни вытянуто. 2 молодых людей застрелили и объявили боевиками. В Дагестане. Дурдом, блин. Ну, как обычно, блин. Сразу. Убивают, все, они боевики. Понимаете? Боевики, не боевики, вы должны в данный момент различать, кто хороший, кто плохой. Если он дагестанец, если он башкирт, или он узбек, и он вышел против правительства, против ментов, против вот этого всего, блядь, шайтанства среди вас, внутри вас, вы должны понимать, он не против вас. И он пусть 1000 раз будет называться террористом, он не против вас. Еще раз повторяюсь. Это путь, знаете, тех людей, которые уже заебались нахрен терпеть. И делают свои дела. Они устали ждать, когда вы соберетесь вот таким образом. Я вот жду же вас. Вот из этой категории людей. Но я всегда говорю, я не такой шизанутый, блин. Один я не могу идти на Москву. Безрезультатное дело. Лучше, я думаю, пожить пока, доносить до вас что-то хотя бы. Путевое что-то говорить, блин. Я перестал вот в своей жизни, оказывается, раньше я смотрел фильмы какие-то, блядь. Любил смотреть фильмы американские. Узкожопые фильмы больно я не любил смотреть, кроме Шурика. Я любил американские фильмы, какие-то комедии любил смотреть, боевики любил смотреть, приключения очень люблю смотреть, блядь, Клинт Иствуда и так далее, блядь. И перестал смотреть, блядь. День и ночь я слушаю эти ебучие новости, блядь. Кто что сказал, чтобы что-то оттуда взять путевое и вам донести. Понимаете? И вы скажете, может, а зачем это тебе надо, туда-сюда, блядь. Ну, блядь. Не только же я, блядь, о себе думаю, надо мне или не надо, блядь. Я хочу, чтобы, блин, Башкортостан с Татарстаном и так далее стали независимыми. Вот тут можно как раз таки поймать меня на честном слове. Вернуться потом мне. Мне хочется вернуться, не жить в этих землях. Здесь мы принудительно по собственному желанию мы. Почему? Потому что нам надо было уехать. Внутри мы такие дела никогда рот не открыли бы. Плюс, вы знаете, как если я открываю рот, значит я иду до конца и честно. Мне пиздежа никакого нет. Вот как есть, так и говорю. А такие в России не нужны. Лизоблюды, лицемеры, вот такие бляди там только нужны. Которые скажут хоббулада, вот так вот, блядь, узбекский вариант, хоббулада. Нет, хоббумида, блядь. Нихуя не хоббулада, блядь. Хоп не будет, блядь. Хоп это по-узбекски ладно. Ладно не будет, блядь. Источники в силовых структурах заявили о перестрелке в Карабудахском районе Дагестана, в ходе которой были убиты 2 молодых людей. Ну, как обычно. Помните видосик? Работайте, братья. Помните пацанов? Они тоже типа этого были. Кипишнули там что-то. Работайте, братья, их всех убили. Работайте, братья, и ты, сука, мент, блядь, из той же нации, и мочишь ты этих же, блядь. Пиздец, это же пиздец, блядь. Понимаете? Какие, до чего мы дожили, блядь. Манкуртов, блядь, создали среди нас, блядь. А почему мы создали манкуртов? Порой думаем, да? Почему мы создали манкуртов? Потому что мы очень слабы.
Мы очень слабыми стали, потому что мы не можем собраться вместе. Мы не можем, блядь, из-за своего ебаного кибра вот этот внутреннее высокомерие собраться вместе. Постоянно мы должны унижать друг друга, блядь. Везде это, блядь. И в России, и в Азии, везде. Брат брата унижает, родственники родственников чмырят, блядь. Даже Allah'ın la'nati yog'sin degan so'zlarni ishlatamiz. Понимаете, даже такие действия даже своим душману даже нельзя говорить. Аллах'ның лa'нati bo'lsin deb. Аллах'ның лa'нati это, так сказать, ты говоришь то, что чтобы Аллах Та'аля наказал, да? Как ты можешь такое делать дуа? Своим родственникам, братьям и так далее, знакомым, в конце концов, землякам своим, твоей же нации. Как на днях увидел одну фигню, блин, я не стал загружать уж, блядь, уж потом опять начнут узбеки говорить, ебаный в рот, что за дичь, опять ты унижаешь узбеков, блин, начнет, блядь, мозга ебать мне в комментариях. Увидел такую хуйню. Но это прям, ну, это такая тема, ну, это можно было бы распространить, но я уж не стал в это суваться, скажу сухо. В какой-то, в Ташкенте, что ли, куда-то, блядь, хрен знает, пришли на похороны, ну, где-то хоронят, свежая могила, хоронят, а тут он пришел куда-то и что-то копать начал, где-то под кем-то, под какой-то могилой, вот что-то торчало, наверное, он начал копать вот так вот, чуть-чуть, над землей вот чуть-чуть выкопал, и до хрена куклы, блядь, запичканные прям в куклу, блядь, иголки, нитки закрученные, ну, шайтанские системы, вот это, блядь, сахар, короче. Да хуя целая куча вот этого дерьма. Он снимает в Инстаграме это видео, если найдете, посмотрите. Да хрена вот это сахара, блядь. Это в Узбекистане, блядь. Постоянно эту дичь я слушал, всегда слышал в Дагестане. В Дагестане тоже сахар, да хуя сахара, блядь. И тут вопрос. Ёпрст-то, мы же мусульмане. Какой может быть сахар, блядь? Ну, сахар я с детства знаю, в Узбекистане движуха есть мощная. Вот эти шарлатаны чертовы, блядь. Вы чего хотите добиваться внутри, блядь? Это там до хрена кукол, блядь, туда-сюда все напичкано. Рассорить семью. Это же, блядь, нужно додуматься, блядь. В своей нации, блядь. В своей нации делаете вы сахар, блядь. Базара нет, мы знаем, мне девчонки рассказывали, такой сахар прет, допустим, у удмуртов. Удмуртлар пиздец сахарщилар, блядь. Пипец они, блядь. Они, блядь, любят отжать чужого мужа, жену, блядь. Вот этой хуйней занимаются они. Ёпрст, они любители этого. Ну, потому что многобожники, они вообще издревле, блядь. Удмурты, блядь. Ну, дичь тоже, блядь, своеобразная, блядь. И вот они занимаются этим. Но, блядь, ну, когда ты понимаешь, что они, блядь, из многобожников, у них нету, блядь, совести вообще. Ну, Узбекистан, Дагестан, вот это уж келишми, да, бізге, блядь. Бізге келишми, блядь. Нам это не подходит, блядь. Позор это, блядь. Вы не то, что порчу наводите, блядь, на кого-то. Вы, получается, лжете. Аллах Тааланың барлығына лжете. Шайтан белән дуслашып, шайтанны эшләрен эшлисез. Это вообще уму непостижимые вещи, блядь. И в 21 веке это дичь происходит, блядь. Меня вот это вымораживает в людях, что зачем вы занимаетесь ерундой, блядь. Не любят тебя, или там вы разошлись, то все, оставь. Оставь нахрен всех, оставь, не надо мстить, не надо в Москве мсти. Мозги хватает, вот это крутить иголки, блядь. В Москве крути, блядь.
Нахуй им закручивай, иголки стыкай, блядь, я не знаю, блядь, порчу делай, на Москву делай порчу. В конце до концов, блядь, до такой степени, если ты повелась с шайтанами, блядь. Или там он, или она, блядь. Сахарчеларин имеется в виду. Но, блядь, просто позор, блядь. Поэтому, Дуслар, давайте мы будем поцельно, блядь, будем ломать Москву. Мы разработать должны такую систему, чтобы в наши отряды добавлялись пачками люди против Москвы. Наш интерес должен проявиться в таком понимании, что наш народ должен полюбить нашу землю, а не эту всю пидорасию. Полюбить именно Башкортостан, Ичкерию, Бурятию, ту же Удмуртию. Каждый народ должен полюбить свою землю. По-другому никак. Если мы не будем любить свою землю, мы манкурты. Все, мы категорически уже отреклись, как будто бы. Мы, как они любят говорить, обрусевшие башкиры. Русские башкиры. Русские татары. Это Тошнилово, блядь. Базара нет. Добавлю. Говорилось бы, допустим, вот так. Американские индейцы. Странно, да? Ну, правильно. Почему? Только чуть-чуть по-другому. Индейцы, индейские американцы. Вот это будет более правильнее. Моей, то, что я хочу сказать, в логике. Башкирские русские. Или там татарстанские Россия. Вот как-то вот так будет правильно. Почему? Объясню. Потому что эти земли, когда уже были, я до этого эфира, когда говорил, чуть-чуть намекал, говорил уже про это, в этих землях русских не было. Были финно-угры. И появились где-то там туда-сюда, и появились русские. Через какое-то название они назвали себя русскими. А до этого кто был? Тартария была. Татары были. Все вот эти, так сказать, корень был другой. И получается, мы никак не можем называться русский башкир. Башкирский русский, да. Чеченский русский, да. Дагестанский русский, да. Вот это правильное. Не надо вот это менять местами. Вот это изложение будет правильным именно в таком контексте, что мы не из русских, мы из самих себя. Без машу, повторю еще раз, вот как мы вот пришли туда, гунны, хумны, вот из этой категории людей мы. Если уже на дно копнуть еще ниже, 2000-х годов, 2000 вот эти года, которые мы любим использовать, 2026 год сейчас вот, а дно-то еще больше, не 2026, а, грубо говоря, нашей эры, до нашей эры, блядь. Кто там жил вообще? Хз. Атиллы, вот эти, сори. Поэтому, друзья, во всем вот этом деле России, да, так сказать, расчленить Россию должны, я считаю, понимать в корень. Понимать в корень и стремиться именно к этому. Что только по независимости наших республик мы сможем что-то добиться. До этого мы будем рабами. Вот только так.
И вот поэтому вот ходят по Дагестану и, как говорится, кого-то там обвиняют. Дочитаю. По данным прокремлевских агентств, инцидент произошел на окраине села Улубияул. Сообщают, что при проверке автомобиля двое молодых людей в возрасте 18-20 лет были застрелены ответным огнем. Российские источники утверждают, что из автомобиля были изъяты карабин, 2 пистолета и самодельные взрывные устройства. На этом основании возбуждено уголовное дело. Особое внимание привлекает опубликованное фото автомобиля ВАЗ-2115, из которого, как утверждается, велась стрельба. Машина выглядит неповрежденно, на кузове отсутствуют следы пуль или осколков стекла, целые внешние элементы не пострадали. Явных признаков обстрела не зафиксировано. По сути, мы вновь видим внесудебное убийство, после которого погибший по отработанному шаблону записывают в боевики. Это знакомая практика прошлых лет, когда любые расправы оформляют формулой ликвидированы ответным огнем. На деле все чаще становится очевидно, что речь идет о расстреле, а официальная версия служит лишь удобным прикрытием. Ну вот видите, здесь жесткий беспредел вообще происходил, значит, получается. Просто, получается, тех двоих где-то выцепили в Дагестане. Они хуй забили на всех. Просто хуй положили. Это им не понравилось. Все. Их как бы устроили, подстроили под машину, как так сказать. Или уже убили туда. Засунули в машину. Потом расстреляли. И как будто был ответный удар. Или что-то в этом роде. И все. Понимаете? Ну, как, блядь, рязанский сахар, блядь, или как там, какой сахар там был, блядь? Рязанский сахар или чей сахар, блядь? Не помню, блядь, какой-то сахар, блядь. Так что вот так. Ложь, опять провокация. Неманкурт какой-то пишет, блядь. Вот этот Неманкурту уже отвечали, какого хуя они опять Неманкурт, то отвечал кто-то, а егошние сюда закинули, блядь. Какой наиболее многочисленный этнос без своего государства? Уверен, многие из нас слышали такой вопрос, ответом на который часто являются курды. Можно задать данный вопрос в Гугле, можно спросить чат GPT. Все эти сервисы дают однозначный ответ курды. Включаешь любое видео о курдах и, как правило, в самом начале ролика звучат это изъезженная фраза, но так ли это на самом деле? Сейчас мы развеем этот миф. Хиндустанцы 500-600 миллионов. Пенджабцы 120 миллионов. Третье, это первое место, хиндустанцы были. Третье, яванцы 100-110. Маратхи 95-100. Телугу 85-95. Тамилы 75-80. Гуджарати 60-65 миллионов. Пуштуны 50-60 миллионов. Каннада 45-50 миллионов. Сунтанцы 40-45. Малаяли 35-40 миллионов. Ория 35-40 миллионов, курды 30-40 миллионов. Так что мы видим, что на самом деле курды всего лишь 13-е в мировом рейтинге. Но почему-то легенда о самом крупном народе без своего государства существует и трактуется именно как курды. Ну я даже об этом вот первый раз от него слышу, блядь. Кому нахуй это вообще интересно? Вот это самое интересное, блядь. Вот я прочел даже, вот оно мне даже ни ани б, ни кукареку, блядь. Неинтересно вообще, блядь. Дичь какая-то. И вот кто-то написал комментарий еще, блядь. Это единственный народ, который заявлял о желании стать независимым и реально боролся против оккупационного режима, у которого есть национальное освободительное движение. Остальные аборигены, которые по тем или иным причинам не хотят, не нуждаются в своем государстве. Ну вот ему и ответили. Этот, блядь, получается, из GPT взял, блядь, да? Текст получается. Не манкурт этот. Ну я вам одно скажу. Не от этого зависит, блядь, хочешь ты государство или не хочешь государства. А зависит от того, что, блядь, ты можешь это сделать или не можешь. Вот от этого зависит. Вот, допустим, даже если уж на то пошло, блядь, 30-40 миллионов, представьте, башқұрт bilan татарны бірге қоссаң, еле как 10 миллионов получается. А здесь курдов 30-40 миллионов, и у них нету никого, блядь. Никого нету, который бы хотел бы сделать. Если бы они хотели бы сделать 30-40 миллионов, они бы сделали бы. Когда у тебя 30-40 миллионов, и ты ходишь туда-сюда, и у тебя нету, блядь, главного, ты, само собой, ты ничего не можешь сделать, блядь.
Если даже мы 10 миллионов не можем собраться. Понимаете, какая тупая стратегия тут, блядь? В том, что, блядь, 30-40 миллионов у тех там, кто там, блядь, хиндустанца 500-600 миллионов, блядь. Никого нету, никто не хочет ничего делать, блядь. Да потому что нету лидера. Как раз я постоянно об этом и говорю, блядь. У нас есть какой-нибудь лидер? Нету. Мы что сказали? Лидеры должны быть много, чтобы не ебнули одного лидера. Вот исходя от этого, когда сравнение, вот прикиньте, вот хитрый маневр. Опять я возьму в примером Аль-Шара. Аль-Шара, он бывший игиловец, говорили, бывший какая-то хуйня-муйня, там, блядь, какой-то, сука, блядь, сектант. Крутился, вертелся и вырвался. Исходя от этого, нам даже крутиться, вертеться негде. Нам хотя бы вот здесь, в Ютубе, блядь, где-то крутиться, блядь. Вот этим людям, которые пытаются вам доносить о чем-то. Вам тоже присоединиться в наше дело, в дальнейшем крутиться на месте. Исходя от этого, вот с этой, так сказать, крутящейся группы, нам всем создать из крутящейся этой гребаной нашей, блядь, группы, создать какое-то, блядь, движение в виде ополчения, блядь. Как хотите назвать его, блядь. Муджахеды, хоть что называйте, блядь. Которые против Москвы. Вот только тогда образуется, блядь, вот эта земля, блядь. Понимаете? У нас, блядь, не плачевные, блядь. Вот он-то назвал тут этих гребаных наций, блядь, хуй поймешь, сколько он сказал. 13 штук, блядь, последние курды. У них, может, на самом деле нету странной земли. А мы-то не такие бомжи, блядь, как они, эти 13 наций, блядь. Вот это должны еще, блядь, сопоставлять, блядь. 13 наций бомжей, так сказать, у них реально нету, блядь, государства. Почему тут евреев-то нету, ёпта? А чё же этот хуй этот евреев не досунул, блядь, сюда? 14-й, или первый надо было написать евреи, блядь, по всему миру, блядь, бомжи гребаные. 14-е, вот я добавляю, нация, это евреи, блядь, пидоры. Конечно, там у них, наверное, мало людей, блядь, не 30-40 миллионов. Еле сколько там выйдет, наверное, их, блядь, как кот наплакал. Поэтому, Туганар, чтобы это сделать, даже из 10 миллионов наших башкортов и татар, или там 1,5 миллиона чеченцев, сделать нужно сперва себя, нас надо сделать. Нас, если мы сделаем, блядь, которые, блядь, так сказать, ломимся, блядь, в пассе ломимся из вот этих, так сказать, здесь 14, а там 15, из 15 попадает только вот, грубо скажем, Руслан Кутаев, чеченец. Все, 14, хз кто это, блядь. Он еще yok, блядь, бізге тишлі холок, блядь. Ладно, один хотя мусульманин попался. Те-то вообще не мусульмане, блядь, дичь какая-то, блядь, там, узкожопые. Точнее даже, блядь, евреи, блядь, одни, блядь, там. Одни евреи, блядь. Фейгин, блядь, и Ходорковский, кстати, дичь вот это. И Шунарга, бізге, получается, имея свою землю, коренную землю, мы не скитаемый народ, блядь. Не бомжи, блядь, земли мы. Мы вышли из этой земли, блядь. Просто его вернуть, к этому создать какого-то, так сказать, курултайского сознания лидерства и забрать свои земли. Вот что нам требуется, блядь. Почему-то, блядь, представьте, блядь, вот, да говорю уж, Аль-Шара же из этой всей шайки, блядь, выбежал и сделался. Из этой всей, блядь, хрень поймешь, блядь, бардака, он в этом бардаке он обитал там, блядь. Он же вылез оттуда. А у нас даже этого даже не происходит. Мы не в бардаке, блядь. Прикиньте, блядь. У нас в Башкортостане, в Татарстане тихо. Войны нет. Группировок нет, блядь. Против нас нет никого, блядь. И мы не можем собраться, блядь. Это до такой степени, блядь, нахуй, забыть себя, блядь. Шулаким, блядь, мин омнамин, блядь. Даже я сейчас, говоря эти мысли вам, я охуеваю сам, блядь, от своих слов, блядь.
Прикиньте, блядь, мен өзімні ушым кете, блядь. То, что я говорю, блядь. Бізде ведь, оказывается, душман да yok, блядь. Москвадан башка душман yok, блядь. А Аль-Шарада ничья душманы, блядь. Курды, блядь. Игиловцы, блядь. Еще какая-то поеботина. Там 3-4, блядь, группировки против него было. А nimaga u chiqdi? Bunda birgina javob. Super o не super emas. Birgina javob. Chunki u Alloh taolamni yo'lida qildi u ishni u. Alloh taolamga u bo'ysundi, menga yo'l och dedi u. Все. Поэтому он вышел сухим из игры. Да, конечно, он не по дороге, это же рассказывал, таджик, брат этот, как его звали, не знаю, вел же это. Эфир егошний потом, ну вот когда это было, произошло в прошлом году, вел же эфир один маленький таджик, короче, таджик, ну или узбек он. Короче, он же сказал, он же сказал, что да, люди умирали. Они же там сказали, что люди умирали. Они же нам не скажут, что не умирали. Умирали люди. Потому что с одной точки А в точку Б они шли, блядь. И Сирияны қараңыз енді от башлы, блядь. Ол бір тишіктен екінші тишікке барышты олар. Шул өзінің шахарына пидорас Асадны выгнать. Он по съебкам дал. И прикиньте, это қанақа масофа, бұл кәтті масофаға барды олар. Марш-бросок, это ЕПРСТ называется. Огромный марш-броском они пришли, вздрючканули, блядь, так сказать, Асада ебаного. А біз, блядь, Башқұртстаннан 1,5 километрге жүре алмайаппыз, 1,5 километр это. Поэтому, туғанлар, очень печальная ситуация. Не знаю, как вам доносить это все. Это, знаете, вот, можно час, там, блядь, по 24 часа в день сидеть вам доносить. Общаться с вами онлайн 24 часа, там, блядь, вообще никуда не ходить, общаться можем. Но результат был, результат. Любой бір нәрсе қылсаң, результат керек. Бізде результат бармысың? 100 айттым бет енді. Бойларға, оқшалы кішілерге, башқұрт татарларға, блядь, призываю вас всех скидываться на оружие, скидываться на боеприпасы, на плацдарм. Плацдармы разные, выбрать можно по всей земле. Любой Афганистан, блядь, договориться, с любым государством можно договориться, чтобы не против которой Москвы. Афган, он сейчас снюхался, но если мы его, как говорится, приблизимся, поедем попиздим, так сказать, тет-а-тет, блядь, мы с ними договоримся. Мы с ними договоримся с Афганом, блядь. Напомним им, блядь, кто убивал их предков, блядь. Москва и Америка. И афганцы сразу встанут на наш путь. Поэтому, исходя от этого, у нас только один суннитский сторона, это Афганистан. Сирию уж я не буду говорить, из Сирии, ёпта, в Россию ехать, охуеешь, блядь. Поэтому Афганистан более-менее, блядь. Оларға туғанлар, бізге максимально, само собой, конечно бы я хотел бы не Афганистан видеть в таких союзниках, а Казахстан. Потому что с Казахстана зайти, блядь, на наши земли, как расплюнуть, блядь. Понимаете? Кірген шықтан бітті. Тамам, блядь, 3 күнде барабыз. 3 күнде Москваға барабыз, 3 күнде бітіріп, сігіп бүтінісін дуқайтырып қайтабыз, блядь. 3 күн, блядь. Как они говорили, 3 дня Киев возьмем, блядь. Нет, не возьмут. Не возьмут, потому что за Киевом стояли мощные, как сказать, державы. За 3 дня не возьмут. Но захотят, еще раз вот перед этим эфир вел, еще раз повторю, захотят, возьмут. Еще раз говорю, где наша кровь идет, вот наша кровь, как вы любите говорить, тюрки, вот где наши мусульмане идут, давайте будем говорить как мусульмане, идут мусульмане, нас никто не сломает. Вот это раз и навсегда вы должны это понять. Нас никто не сломает. Поэтому Украина, это всего лишь, так сказать, время. Время. Еще, если наши, вот, допустим, так сказать, вот эти гребаные наши манкурты, и все, еще поднатужатся с Москвой, так сказать, с начальством Москвы, блядь, Украина будет взята.
Туды-сюды, блядь. Год, два, три она возьмется. Сломается сразу, блядь. Хоть там Америка будет подключаться, Европа, блядь, нихуя не поможет. Почему я это говорю? Еще раз повторюсь на этом эфире, на том говорил. Наших не сломать. Наших не сломать. Вы просто вот в это вдолбитесь и все, блин. Кавказ, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Якутия. Я тех крестоносцев даже не говорю. Вот примерно вот этих наших азиатов, нас не сломать. Даже наших манкуртов не сломать. Вы не думайте, что манкурты, блядь, наши манкурты будут слабее нас. Нет. На манкуртов просто наш язык пройдет. Но силы вы не возьмете. Они наши. Такие же, как мы, блядь. Как ты, брат, ты можешь этот, как говорится, уложить на лопатки. Да, кто-то может уложить, а кто-то нет. Потому что они наши. Поэтому, исходя от этого, нужно понимать как. Украине, я это 1000 раз говорил, ну, как сказать, в эфирах уж, меня же никто не слышит, блядь. Украине только один есть вариант был. И я до сих пор этот вариант, блядь, повторяюсь и повторяюсь, блядь. Плацдарм ваш дать для нашего использования. Не под вами, не под вами. Еще раз повторяюсь, мне не трудно повториться. Не под вами. Может, кто-то услышит и меня распространит мои слова в этом эфире. Может, раньше игнорировали. Я говорю, плацдарм Украины самое то разъебать Москву. 800 километров, блядь. Понимаете? С границ, блядь, Харькова, так сказать, Белграда, Харьков, Белгород. 800 километров, блядь. До Москвы, блядь. Рукой подать, блядь. Ближе, чем Казань. Казань 1000, тут 800. И вот если нам дают, блядь, волю, мы готовы завтра ёбнуть, плюнуть на эту ебучую Европу и уехать, блядь. Понимаете? Завтра мы можем уехать. Мне похуй в эти лагеря, погера, мне заебало. Вот сижу сейчас в обезьяннике. Нахуй это мне надо. Собраться, уехать, разобраться в украинской земле, подучиться чуть-чуть стрелять, что-то делать, блядь. Собрать туда народ, наш народ, который именно против Москвы, и ехать на Москву. Вам, украинцы, вы нам не нужны, по идее, там. Нужен ваш плацдарм и финансовый оборот. Оружие, поставка оружия, и все. Вот это нам интересно. Доехать до Москвы нам надо, все. Взять Кремль. Вам нельзя это, вам нельзя это, блядь. Вам только осталось спросить памперс, блядь. У американцев и у европейцев. Можно или нет, блядь? Одеть памперс. Не знаю куда. На голову, блядь. Только так вы можете, блядь, нахуй себе помочь. В данный момент. А вот нам вы помочь должны конкретно, блядь. Конкретно войти на вашу территорию, чтобы мы не искали плацдармы, блядь, где-то там в ебенях, в Афганистане или где-нибудь еще, блядь, пока не утрясшихся странах. А у вас. И это рота Башкирт, блядь, свобода России, блядь, северный человек, или кто там, блядь, северные, блядь, ебучие какие-то. Нам нахуй не интересует это. Они нам нахуй не нужны, не интересуют они нам, блядь. Если хотят, они пусть идут с вами вместе. Мне они, вот нам они нахуй не нужны. Мне лично не нужны даже. Рота Башкирт не нужен мне, блядь. Повторюсь, зачем? Они работают под вами. Мы в глаза не знаем, мы их не знаем, кто они, блядь. Нахуй они нам нужны, блядь. Нам нужны те, которых мы знаем, которых мы видим, знаем, дружим, видели, кто, что. Вот с ними мы будем какие-то дела делать. А вот эти дела, которые проходят у нас внутри, точнее, у вас внутри, это ваши личные дела. Кого вы позвали там? Как мы прекрасно знаем, там у вас и из Бразилии люди есть, блядь. И откуда только нету, блядь, в Украине, блядь, кто за вас воюет против Москвы. А толка-то нет. Толка нету, блядь. Толк когда будет, блядь? Когда вы движение начнете вперед. А вы внутри идете на этот просадок, блядь.
Просадка идет у вас, блядь, с земли. Туда, вот так зажимают вас, блядь. Зажмут сейчас, хуяк, блядь, и уткнут вас к забору, блядь, поляков, блядь. Вот к этому вы идете, понимаете? Так не воюют, блядь. Но мы прекрасно понимаем, почему так. Потому что вам нельзя ничего делать, блядь. Вам дают, но говорят, стреляй сюда только. Стреляй туда только, блядь. Нахуй тогда. Поэтому я и вам тоже к этому, кстати, касается, добавлю, блин, украинцам, блин, всем. Почему я своим говорю, у нас нет хозяев? Вы тоже эту тактику должны сработать. 4 года войны идет. Вы еще 4 года ходить там, блядь, тусить, да? Я не могу понять. У вас не должно быть слова «хозяин». Нужно просто иметь какого-то, не знаю, блядь, настоящего украинца. Не знаю, кто у вас там, блядь, сука, рулит всем этим делом. Который скажет, идем до конца. Алга. Идем до конца. Все, мы никого не слушаем, мы идем до конца. И вы идете. Вы идете в сторону Москвы. Только так будет победа. Окончательная победа, которая Киевская Русь, Русь Киевская, блядь, как хотите там себя потом называйте, блядь. Хоть, не знаю, блядь. Хоть салом себя называйте, блядь. Разницы нету. Но главное, идти надо вперед, блядь. А не топтаться внутри, блядь, своего, блядь, земли и уменьшать его, блядь. Создавать серзем, блядь, как Майкл Наки постоянно говорит, блядь. Серозем, блядь. Я не вкуривал вначале же. Серозем, что за хрень это, блядь. Серая земля, блядь. Это все, вот это вот. Палестина 2, блядь. У вас Палестина 2, понимаете? Вот дальше. Читаем. В Киеве из-за продолжительного отключения света люди все чаще устраивают вечеринки несокрушимости, как способ поддержать друг друга. Ну, один клоун, нажал клоун. Ну, тоже, я послушал, уже несколько дней об этом говорят. Ну, уж так вы видели, наверное. Ну, клоунада, реально. На днях я на эфире об этом говорил вам. Одни танцуют, в Москве танцуют, в Украине танцуют. А где-то там война идет, блядь. Это же что, логическое ебанизм. Это логический ебанизм у вас, блядь. Это больные люди только так делают, блядь. Если даже вот здесь наш взять, мы даже не веселимся вот здесь, блядь. В Европе нам не весело, блядь. Мы-то ходим, ха-ха-хих-хих, блядь, да, здесь, но нам не весело здесь, блядь. Как может, блядь, в стране, когда идет война, идет орда, блядь, нападает, у вас там пляски, танцы, манцы, обниманцы, блядь. Чтобы не замерзнуть, блядь. Ну ладно, логично. Но это же, блядь, ебанизм, я вам скажу. В России что, блядь? То же самое, блядь. Концертлар бара, блядь, Башкортостанда, Татарстанда, жырлар юрилер, блядь, жырлап, блядь. Еще в последнее время поменяли стиль песен. Почти каждый артист вытащил уже песни эти. Койтырга, Ульмаске, блядь. Какие-то песни сугушка намекать это бенде. Сугуш жырлары шаккан. Намеком на войну. И что оно что дает? Певцам лишь бы петь, и вы слушали. Один певец, а вас дохрена, и вы его, получается, кормите. Это как депутат, понимаете? Депутат только сам берет, а тут вы сами относитесь к певцам, блядь. Чтобы он вам спел какую-то печальную песню, и вы поплакали, посидели, подумали, ой, блядь, мой сын умер, ой, блядь, мой манкурт умер, блядь. Моего манкурта потерялся, блядь, 5 лямов не могу получить, как бабы, блядь. Орут, блядь. Вот так как-то, блядь. Понимаете? Вот тупые, блядь, действия создаются, блядь. Вроде взрослые люди, блядь. Одни танцуют здесь, другие поют там, но идет война. Я когда-то вам еще говорил, мобилизации не было бы, мы даже не поняли, что идет война. В Москве вообще непонятно, что идет война, блядь. В Москве не идет война, блядь. Вот сами в голове размышляйте, как хотите. В Москве войны не было, блядь. Февраль начался, вот, да, вот уже 4-й год будет, вот
Завтра туда-сюда, февраль, вот 4-й год начался. Да? Точнее, блядь, начался он уже. 4 года полных. И мы ни хрена не знали. Я работал. Но вот когда 21 сентября, блядь, Путин сказал мобилизация, я это вам еще по других говорил, блядь, услышал такую дичь, блядь, 21 числа, 3 дня иду на работу я, работал я, блядь, в Москве, Бирюлево, пиздую туда, как Бирюлево назвал, блядь, сразу нашу няню вспоминаю, блядь, это нашу вот это, Заворотнюк. Заворотнюк вспоминаю, бедная, тоже умерла вроде бы она, да, или жива, не помню. Вот Заворотнюк, блядь. Няня, наша няня из Бирюлева, блядь. Ну вот в Бирюлево, блядь. Иду, сука, на улице, в магазинах никого нету, нахуй, блядь. Мужиков, блядь. Все съебались, блядь. Конечно, съебались. Эти 3 дня, блядь, может, еще раньше они уже съебались. А вот эти 3 дня, пока я мешкался там, блядь, как пока съебаться, не съебаться, думал пока, 15-30 километров, нахуй, они уже стояли, блядь, в Саратове, Оренбурге, Самаре. Очередь машин, блядь. Узкожопые бежали, блядь. Оставив машины в Грузии, блядь, Армении и так далее, блядь. Это пиздец, блядь. Куда они там могли выйти? Везде, блядь. И это означало, блядь, нахуй, начало мобилизации. Все съебались. 21 сентября 2022 года. До этого в Москве была тишина. А может и после этого была тишина, но у меня не было уже. Для раздумья у меня, я потратил 3 дня. 3 дня, потом я пришел домой, я говорю, мама, сестра, все, я проваливаю отсюда. Потому что это не мое, нахуй. И все, я уехал. В первую очередь моя мысль была, почему я уехал. Человек пришел, так сказать, не так давно в ислам. Я понимал, что это убийство. Это не моя война, это не джихад. Первая мысль была у меня это. Не дай Аллах сделать грех перед Аллахом. Второе сразу, это само собой своя жизнь. Нахуя отдавать жизнь за этого путинасоса? Нахуя отдавать жизнь за это дерьмо, которое происходит там? Нацизм. Я же в этом нацизме жил. Я же в центре, блядь, ебучей этого нацизма жил, блядь, в Москве, блядь. Кремль раз, блядь, 100, может, в день я проезжал, блядь, нахуй. В этом пидоризме жил, блядь. Когда по Рублевке едешь, блядь, допустим, куда-нибудь поехал, 100 на Рублевке по работе, хуяк стало, блядь, хуй какой-то едет, блядь. И вся, блядь, Арбат стоит, блядь. Стоишь, блядь, час-два, пока эти гондоны не проедут. Вот такая страна, блядь. Кому она нахуй нравится? Быдло, получается, население стоит, ждет, блядь. 2-3 часа, блядь, закрывает всю дорогу. И это хуеплеты, и как будто бы двинулись нахуй с Кремля и едут в сторону Рублевки вниз, блядь, в Барвиху куда-то, суки ебаные, свои эти подвалы, блядь, так сказать, хоромы свои. Дичь какая-то там, может не Путин даже, может какой-то черт Медведев едет, но ты стоишь там, блядь, на Арбате, на светофоре, на всяких вот этих ебучих, на киевских вокзалах, блядь, стоишь в очередях. Ну, примерно вот в том районе, блядь. Вот такая жизнь была. Поэтому внутренний мир, блядь, Москвы нам всем ясен. Как она жила и что было. И в свое время мы прекрасно знаем, как работали в то время еще, вот этот промежуток вот этого, пока не началась война, очень много украинцев работало в Москве. Прям до хера, блядь. И молдаван. Молдаване и украинцы были прям сплошь и рядом. Именно в Москве. Почему? Потому что все мы любим деньги, и мы работали именно в центре. А в регионах работал кто-то другой, блядь, который не больно любит деньги, блядь, я не знаю, кто они, наверное, работали. А вот именно в Москве работали те, которые любят деньги. И поэтому, как говорится, в Москве мы встречались, так сказать, очень часто. Везде украинцы, молдаване и так далее. Поэтому мы понимаем одну вещь, что если вот эта вся дичь, которая происходит, блин, так сказать, сейчас дальше прочитаем еще какие-то новости, происходит у нас внутри, шум, гам, праздники, война,
но в Москве тишина. Максимально тишина. Максимально. А в регионах, Башкортостан, Татарстан и так далее, у всех не хватает уже кабрстан, ну, имеется в виду кладбище, не хватает кладбища похоронить людей. Понимаете, да? Уже, наверное, мулла, который читает джаназа, по идее, им, может, даже уже и читать нельзя. Потому что они, по сути, грешники, на них даже читать, я думаю, это неправильно. Манкурты чертовые. Ну, конечно, половина из них уже похоронен под крестами, блядь. Хоть там башкир, татар, похуй, под крест хоронят, там непонятно, запчасти. А тут, получается, целая куча этих людей приходит. Да там мулла уже заебался читать, наверное, джаназа для них. Ну, реально, я вам скажу, блядь. Как можно, блядь, как посчитали сегодня, где-то там в новостях услышал, 35 тысяч в день умирало. Это, блядь, в день, говорю, пизжу. А в месяц 35 тысяч. По подсчетам вот этим, блядь, если, грубо сказать, блядь, 1 800 000, там 1 200 000, ну, в месяц 35 тысяч. Это я, да, перепутал. В день по 1000, блядь. Наверное, вот так примерно надо было сказать. В день 1000, блядь. В день 1000 похорон, блядь. Это же ёпарасоте, блядь. Это вот цифра 35 прям напоминает зарплата 35 тысяч. 35 тысяч это красная цена в России была зарплата. Вот до этой войны. До этой войны была зарплата везде 35 тысяч. Не было зарплата, что такое 50, 70. Она была в каких-то ресурсах, где ты там ебашишь 24/7. А 35 тысяч и 35 тысяч людей, 1000 в день, это прям как зарплата, блядь. 1000 рублей в день и 1000 людей в день, мертвецов. Ну, это, понимаете, как, я не знаю, это, блядь, Франкенштейн, блядь, отдыхает тут, блядь. Вообще, блядь. Ну, как говорится, насос дует он. После таких убийств. Так, вот, свободный Эдель-Урал. Московиты казнили перед стенами Казани 5319 марийцев, удмуртов и татар. Таким методом они пытались заставить защитников города сдаться, запугать, хотя несколько тысяч марийских лучников и удмуртов защищали Казань. Конкретно эти казненные не были подданными Казанского ханства. Московиты наловили их на завоеванных ранее землях княжества, 12 арских князей, каринские татары, 7 марийских воеводов, 300 сотников и 5000 простых воинов. Большая часть из них была луговыми марий и южными удмуртами. Да, здесь остановимся. Дочитай уж, чуть-чуть оказывается. Так, захватив один народ, они превращали его либо в назидание для другого, либо использовали как пушечное мясо для дальнейшего завоевания. Теперь это все нам предлагают забыть и предать своих предков. Да, как я всегда говорю, у меня обе жены почему-то попадались марийки. Одна, короче, уфимская, другая вот как раз луговые марийцы. Луговые есть, там есть, и какие-то лесные еще есть. Они разделяются, интересно, да? Вот, эти луговые как раз-таки, прям напомнило это слово, они рассказывали, бабушка рассказывала, хотаннында, кызынду, яш. И что она говорила? Вот луговые марийцы, как раз-таки они были очень близки к Казани. Прямо они пешком ходили. Вот через это поле, говорит, вот показывали вот какой-то ихний сторону, возле Ёшки, короче, Йошкар-Олы, и туда шли и попадали в Казань. Они в Казань ходили пешком, чтобы жить, торговать и все такое. И марийцам нравилась Казань. Представляете, это не из пиздежа, это от разговора семейного посиделок. Я рассказываю семейные посиделки.
который я услышал вот как раз в 22 году, и это было. Я в 22 году побывал в Мариэле. Мне понравилось. От Башкортостана ничем не отличается. Ничем. Природа, жиляк, даже фотки где-то сохранились. Прям как я собираю, как говорится, ну, с бывшей собирали да хуя, ну, я-то хавал, короче, она собирала, это жиляк, короче. Ну, жиляк, блясын, нарсалеген, земляника. Такое как бы в Азии, даже здесь редко кто поймет. А мы поймем, альхамдулилля, Аллах Та'алям нам дал жиляки. Жиляк только у нас растет, я думаю. Я не видел в Норвегии даже. Болото, там не растет такая тема. И вот исходя от этого, вот это собирали жиляк, разговаривали, и семейные посиделки, и там как раз-таки разговоры были, мне же как бы интересно понимать другой народ, мне же интересно, понимаете? А это оригинальные марийцы. Та-то была уфимская, а это оригинальные марийцы, блин. И вот я понимаю, что эти марийцы прям любили Казань. Очень уважительно относились. Татары, вот как меня, как татарина, приняли ее по РСТ там, блядь, приняли конкретно. И именно отголоски от их старой бабушки и разговоры о том, что как было раньше Мариэль из марийцы, именно вот это приближенные луговые с Казанью васились, как раз таки то, что я вам прочитал, что они защищали Казань, и это гарантия тех слов нынешних людей, которые живут сейчас, они мне сказали, и вот эти слова от истории я вам могу интерпретировать прям как честность это, без пиздежа. Потому что именно луговые марийцы были очень приближенные к Казани из-за близости, из-за торговли, из-за жизни классной, и им все нравилось. Наверное, в Мариэле у них не так уж шло вот эта система жизни, а Казань была индустриальной, можно так выразиться. Она была колоссально охуительной, как вот в свое время Бухара, Самарканд. Она была, блядь, ну, грубо скажем, шелковый путь татар, марийцев, удмуртов, чувашев, всех. Это центр был, блядь. Центр. Не Москва ебаная, блядь, а Казань. И исходя от этого, так, приводя эту историю, как раз уж тема открылась, мы понимаем, что Казань в данный момент, если приобретет свою независимость, то марийцы, удмурты и чуваши, они с нами там без слов оторвутся от Москвы. Без слов. Это вам как бы из каких-то, блядь, придуманных мыслей я вам не говорю. Это без слов это так и будет, иншаллах. Почему? Потому что нас не волнует ихнее там, даже многобожие нас не волнует, понимаете? Вот если уж, когда вы начинаете нас упрекать там, ты мусульманин, та-та-та-та-та, вот это начинается у вас, я вам вот выскажу такое, что Казань, татары приняли в 922 году ислам. В 922 году. Хотел сказать, до нашей эры. В 922 году, вот, так сказать, до этих времен, так сказать, можем. Вот, в 922 году, если ислам приняли, получается, Казань захватили в 1552 году. Вот сколько лет это правление было? Представили, да? Сколько лет в исламе. И бірсі грын демеген, бір кімді даже там, блядь, кривым глазом не посмотрели. И никаких крещенных татар не было там, блин. Добавьте еще, блин. Увеличьте мусульманских татар. 100%. Никаких русских. И тут чуваши, марийцы, удмурты нас окружают. И, не будем забывать, коми-пермяки. Коми-пермяки. И вот исходя от этого мы понимаем, что вот эта вся делегация наших соседей жила шикарно. И наши предки, никто им не говорил, что ты какой-то ёпарасоте многобожник. Вы сами прекрасно понимаете, что мы, как мусульмане, ненавидим многобожников.
Ненавидим. Но когда мы говорим ненавидим и когда мы говорим о том, что если они враждебны для нас, вот как ебучие эти яхуды, в Палестине, допустим, они домогаются, вот мы их ненавидим. Но когда идет речь о том, что они живут мирно, сами по себе, есть какие-то бизнес, наши движухи, любим друг друга, нету каких-то присмыканий, блядь, или там унижений, принуждений, блядь, там нацизм, блядь, в конце концов, блядь, вот этого 21 века нету, значит, они с 1922 года и до этого, и после принятия ислама жили тату. Как по-татарски тату это, ну, как бы любовно. Тату это, ну, я не могу по-русски, не помню это слово. Тату это, значит, сори, прекрасно, получается, жили они, короче, между, так сказать, с собой. И отношения, получается, вот этого всего заходит Москва со своим чертовым, блядь, Иванушком-дурачком, блядь. И, получается, раздробляет вот эту систему. Колоссально построенную систему, которая выработала свое, так сказать, достоинство, свое царство, свое, получается, хозяйничество на своих землях и не присмыкала, как сейчас Москва присмыкает даже Азию. Рыпается, блядь, на мой Узбекистан, ублюдки. Понимаете, да? Поэтому вы должны вот это все осознавать в очечи, блядь, как сказать, блядь, наяву, блядь. Мы не живем во времена Иванова Грозного, блядь. Мы сейчас, вот, мы сейчас существуем, блядь. Я, блядь, ёпта, человек, невидимка я, понимаете? Поэтому вы должны это, понимая, осознавать свое положение. Вы в каком положении, блядь? Мы в плачевном положении, блядь. Получается, блядь, когда было Казанское ханство, никто не был присмыкающим, не был унижен. Даже та сраная Москва, блядь. Даже Москва, которая, блядь, платила дань, она не была униженной, блядь. Почему? Потому что у нас была стратегия ислама. У нас, блядь, если даже ты берешь земли или там захватываешь и так далее, блядь, когда говорят, нас ебли 300 лет татары, блядь, татарское ханство, блядь, и иго, блядь, татарское иго, блядь. Не ебло, вот именно, блядь. Придурки тупорылые. Вы жили хорошо, наоборот, 300 лет. Эти 300 лет вы, альхамдулилля, скажите, пожили, блядь, дебилы. У вас история не так написана, придурочные, блядь, историю вы, и нам накидали это, вот манкуртов мы вылечить не можем до сих пор. Поэтому у вас должна система работать в таком понимании, что дружно, в первую очередь. Вот сейчас, в данный момент, косяк у вас с Украиной. Вот эту дружбу надо снова восстановить. Восстановить эту дружбу, как раньше мы жили в Казанском ханстве. Крымское ханство, Астраханское ханство, Кавказ сам по себе. Все, вот это будет, иншаллах, в дальнейшем. Вы не думайте, что земля не круглая, жопа скользкая, все вернется. Один раз так, но теперь мы уже точно будем уверены и в дальнейшем своим будущим, иншаллах, детям оставим конкретные действия. Даже пусть даже вот эти видео удалятся, может кто-то что-то в словах останется. Все, что наша задача быть независимыми. Никогда не жить как присмыкающий. Ни под кем, даже не под Тураном, который любители Турана, мозги нам не пудрите. Даже нам Туран, Хуян, блядь, Куян, нам не нужен никто нам, блядь. Нам нужна система, которая отвечает, блядь, за наш народ. А за наш народ в свое время, как бы, да, при договоре, блядь, этими пидорами, блядь, Ивана Грозными, что произошло, блядь? Вначале, наверное, оно работало, этот договор, потом. И с 1552 года мы видим, как оно работает, блядь. Если тут вот здесь убили столько татар и марийцев и так далее, замочили, как говорится, при захвате Казани. После этого, конечно, было, блядь, крещение и так далее, и так далее. И вдобавок, даже ясно, уже мы знаем, я думаю, что вот этих марийцев, чувашев и так далее, они
наверное, вот в те времена начали крестить. Вот когда им, блядь, пришло, когда им пришел, вот я не знаю, конечно, не помню, когда им крест пришел, блядь. Нам, если в 922 пришло, ну им, может, чуть пораньше пришло. Крест этот, гребаный ихний. И вот, исходя от этого, блядь, мы понимаем, что крест они уже начали пихать, так сказать, соседним вот этим республикам. И с этими крестами, получается, вместе с ними и пришли против нас. Ну, как обычно уж, у них тактика такая. Всяко, наверное, они еще пришли с этими Эрзя-Мокшами. Эрзя-Мокша тоже уже, так сказать, легли под них. Вот так кусками захватывая, так сказать, до Сахалина. И таким образом долбили, получается, этими народами, которыми брали, ну, как всем это уже известно, понятно уже дело. Вот поэтому, чтобы искоренить вот эти мысли в дальнейшем нашим предкам, это предкам, говорю, блядь, будущим детям, оставить нужно именно то положение, что мы всю жизнь боролись. Всю жизнь боролись, и вот этот косяк, коммунистический косяк, которым мы перестали бороться и забыли, что это такое борьба, нам нужно, как говорится, грубо сказать, озвучить, признать наше поражение и идти уже за победой. Вот только таким образом мы можем что-то сделать. А так, блядь, так мы, кто мы? Кто мы в данный момент? Мы всего лишь кучка каких-то дебилов, которые не может отстоять свою землю. А почему-то дегенераты эти московские, перешлепанные, блин, с евреями и с русскими и всяким дичью, вот эта дичь вся, непонятно, микс народов, командует над нами. Вот где логичность и тупость нашего народа. У нас логика вроде бы работает, да, мы должны как бы себя сохранить, а в то же время тупим. Понимаете, мы как-то научиться должны как бы отстаивать свое. Мы борьбу какую-то должны вести, блядь. Хотя бы в таких пониманиях, что мы будем, ну, как сказать, блядь, ну, свободные хотя бы. Хотя бы, это же немного же, блядь. Это свобода, блядь. А в дальнейшем уже, блядь, продвигать уже свое, так сказать, блядь, государство, строить, блядь, что-то, внутренними делами заниматься. А сейчас задача свободы. Как вот это донести до людей? Башкиртларга, татарларга, чеченцам, ингушам, дагестанцам, как это донести вам, блядь? Чтобы вы с этой, так сказать, с пелены с глаз сняли, вышли с этой скорлупы долбаной, блядь. Вышли оттуда и нормальными глазами посмотрели, блядь. Они какими-то фиолетовыми очками, где вас, блядь, загнобили, чтобы вы забыли раз навсегда, блядь. И все. И видели в нас еще врагов, блядь. Вот самый интересный, парадоксальный идиотизм с вашей стороны видеть нас врагов, блядь. Что мы, оказывается, хотим расчленить Россию. Вы в корень должны смотреть, блин. Еще раз говорю про именно вглубь. Расчленить Россию и, так сказать, сделать как бы какую-то междоусобицу, или что-то в этом роде, это уже тупизм мысли, блин. Почему? Потому что, блядь, у тебя вон Ичкерия, у тебя вон Башкортостан, у тебя вот это твоя, это не Россия. И тебя, которые манкуртов, блин, вдолбили, что у тебя есть Россия, это уже твоя тупость, блин. У тебя не было России, ты не россиянин. Мы не россияне по идее, блядь. Вот я всегда, меня допытываются здесь постоянно, Раша. Я говорю, из Башкортостана, но не Раша. Я говорю, мелом постоянно, вот я не знаю, середина как будет, надо посмотреть, блядь, слово это мелом, блядь, будет или нет. Короче, я говорю, я из середины России, из Башкортостана, а это другие там, вон, из Ичкерии, все. Я оттуда, он оттуда, все, вот так. Вот так выражаться, блядь. А не так, что, блядь,
Мы из России, да. Мы из России, блядь. Какой России, блядь? Поэтому, когда вам говорят, что вот как раз-таки тот пример детей даже, детей, которые мусульманки дети, которым, помните, в прошлом году заставили петь песню, блядь, этого черного Гондураса, шамана, блядь, «Я русский». Они засняли это, помните, блин? Балаларына духы жеткен, заснять это и әйтергә, мен урыс түгел, я не буду петь, да? Они же так сказали. А та сучка, манкуртка, татарка, которая стояла на трибуне, блядь, или где-то, блядь, она это, говорит, пойте, пойте, что-то она говорила, блядь. Понимаете? Баланы ақылы бар, блядь, а сені құттақ башларына, сені ақылың, бала ақылына да жетмәгән şimdi, блядь. Аңламаймын шундай кешеләрне, блядь. Сен бит мужик, блядь. Мен әйтәм, 30-дан 50-гә хәтле генә безгә мужиклар кирәк. Мен бит сезгә әйтәм, 30-дан 50-гә хәтле, блядь, торыгыз, блядь, нахуй, Москваны дуңкайтырып кайтыйк дигән. Юк, аңламыйсыз, блядь. Сез нәрсә, кемне көтеп утырасыз, блядь? Было бы вот, как я, людей, допустим, меня было бы вот размножить, клонирование, блядь. Я вас не просил бы, блядь. Допустим, было бы шундай возможность, Аллах Та'аля берсе, заклонировать нахуй меня, блядь. 1000 штук, блядь. Я бы сам сходил бы, блядь, в Москву. Вот 1000 штук меня, блядь. Охуенно же. Еще клон нахуй. 10 000 меня, блядь. Сходить на Москву. Никто не хочет, я хочу сходить, блядь. И везде я, представьте, блядь, они охуеют, блядь. Охуеют, реально, блядь. Вот было бы так, да, блядь. Ну это, видите, сказка, блядь. Такой нереально, блядь. Это даже, блядь, нахуй еще фильм такой не сделан, блядь. Клоны, нахуй. Клонировать самого себя, блядь. Так. Что тут, блядь? Зеленским нужно бороться молитвой, считает в РПЦ. Нужно иметь все более и более совершенное оружие, оно есть, оно совершенствуется. Но что можно сделать против сатаниста Зеленского? До конца этот сатанизм истребить невозможно. Нужна молитва, сила Божия, сказал глава военного отдела РПЦ митрополит Кирилл Покровский. Движение сатанизма признано в России экстремистским и запрещено. Ставерло. Это пиздец. И подъеб пишут тут. Ну, Зеленский, берегись. Уже херувими. Короче говоря, ну, полнейший пипец, я вам скажу, полнейший пипец. Вот, теге, айталар бит, блин, үзіңді, теге, грязнейший, или как там выражение, да? Үзлері, блядь, шайтан жолындағылар, кішіде, башқа кішіде шайтанны көреге ойлайлар. Мен скажу как. И Зелю я защищать не хочу, потому что он яхуд, блядь. И так, и сяк, я вам одно скажу, блядь, что система, блядь, и там, блядь, сгнившая. Поймите, блядь, и здесь Киевская Русь, блядь, и там русская Киев, блядь, или Русь просто, блядь. Одно и то же, блядь. Одно и то же, блядь, нахуй. Ничего, блядь, там прям сверхъестественного нету. Поэтому и там, блядь, нахрен евреи, и там евреи, как тут с видоса сказал, блин, одинаковые, и там, и сям. И поэтому только тут остается что? Тут остается, блядь, трезвые люди, если есть на самом деле на земле украинцы, вот как моя тетя украинка была, настоящие украинцы, если еще остались живых, взять свое государство в свои руки. Отжать это государство от еврейской руки себе. Себе забрать, блядь. Потом Крым оставить в покое. Крыму мы поможем. Татарстан с Башкортостаном поставят на ноги Крым. Проблем нет. Главное, чтобы вы там воду не отключали им, блядь. Речки не перекрывали, как эти узкожопые. Хуйней не страдали. Вы строите свою Украину своими землями. Хоть вон Москву тоже забирайте, похуй, нам не надо она. Стройте себе сколько хотите. Крым отдельно строится. Татарские ханства отдельно строятся. Татарстан, Башкортостан отдельно будет. Мы аштан ульмаспес, Аллах берса. Хлеба всем хватит. Так что и вам поможем, всем поможем. Проблем нету. Но у каждого должно быть слово «я». Значит, крымский татарин, значит, у него должно быть крымский паспорт,
крымский президент, крымский Курултай, как и у нас в Башкортостане и в Татарстане. Вот так должно быть. Когда-то кто-то мне говорил, нет, им надо вместе быть. Нихуя подобного. Я тоже много думал, вместе, не вместе, блядь. Вот у меня там сейчас живут родственники. У меня до хрена родственников, весь Крым родственников. Я считаю, что нехуй делать в Украине. Почему? Обосную. Потому что вы крестоносцы. Это раз. Они мусульмане. Это два. У каждого мусульманина должна быть своя собственная земля, не относящая к другому государству. Это три. Поэтому каждый человек, который себя считает мусульманином, должен иметь свою землю на этой земле. Аллах Таala bizni bu yerga narsa uchun keltirgan. O'zi bizni tajriba bilan, опыт bilan, да, с опытом своим, иметь свои земли. Не быть как раньше, блядь, пидоразами-ханами, которые друг друга долбили, стучали, продавали, предавали, блядь. Не быть всякими тухтамышами, блядь, мышами прям, и мышь, блядь, тухтамыш, блядь, да? Всякими вот такими тухтамышами не быть нахуй. Не быть нахуй вот этой дичью, блядь, прошлых веков, блядь, а быть из этого внутри, кто был нормальными правителями. Брать пример из нормальных, а не крыс, блядь. Крысы сидят, вон, блядь, наши, так сказать, тухтамыши, это Тукаев, блядь, Мирзияев, блядь, этот кыргызский президент, блядь, Мамали Рахмон, блядь, сука, Лукашенко ебучий, блядь. Вот они сидят, блядь, СССРские крысы, блядь. Эти коммуняги, блядь. Вот они сидят, блядь. Лукашки, он сегодня услышал 71 год. 71 год, все, уже кряхтит он, блядь. 71 год, блядь. Пидорасу 78, сколько ему, блядь? Черту этому, блядь. Трампу, блядь. Одни старики, блядь. Да у них уже все, уже свисток, там, горшок свистит, блядь, там у них. Все, уже валить надо, блядь, на горшок и спать. Дайте в молодежи работать, блядь. Поэтому Башкортостан и Татарстан обязательно создать должен Курултай. Без Курултая нихуя ничего не будет. Курултай, и получается в этом Курултае, получается, должны... Крым это Россия. Не дай Аллах, какая Россия нахуй, блядь. Крым это Россия. Татарстан и Башкортостан как отойдет, Крым тоже сразу отойдет. Сразу, автоматом. Лично сам буду контролировать этот вопрос. Ни Украина, ни Россия не будет нахуй. Крым будет, это отдельный остров, это вообще на то пошло. Полуостров, это отдельное государство, блядь. Как хуй так и живет, блядь. Вон, блядь, как это, блядь, Люксембург. Вот здесь, возле Франции и Бельгии. Вот живет же. Живет. Никому нахрен не нужен, блядь. Туда-сюда проезжаешь его, и все, ты... Все. Все, живет сам по себе. Так же и Крым будет жить, блядь. Хоть маленькая вот такая, блядь, нахуй. Город будет отдельным. Отдельным будет жить. Но вам, узкожопым, мы не дадим отдельности, блядь. Узкожопые не будут отдельно жить нигде, кроме своей Москвы. Вот дырявую свою Москву, поезжайте туда, блядь. На наших землях нигде не будет узкожопых земель. Еще раз повторяю всегда. Этого не будет, блядь. И вы думаете, наверное, это как бы мои мечты там, блядь, и туда-сюда. Нет, это не мечта. Это конкретно теория той стратегии, которую мы ведем. Это не мечта, это действие, которое мы должны осуществить. Иншаллах. До смерти. Это наше, так сказать, состояние жизни. Можно так сказать, блядь. Вот как бьется сердце, вот идем, живем, да, и так же мы и живем. Так же и это идет. Работа, дом, нихуя. Работа, дом, война. Работа, дом, война. Все, против Москвы. Вот так должно идти наше в голове, вот включение всем, всем, блядь, включение, вот это у нас идет. Вот так мы должны жить. Каждый себя уважающий башкир-татар, не манкурт, себя не считая, который не считает себя манкуртом, должен вести такую, так сказать, в голове теоретическую стратегию против Москвы. Наш это, блясминар всякий был, жизненный, так сказать, цикл, который, как говорится, в один момент, так сказать, прервала эта ебучая Москва.
этот цикл, может, был бы, допустим, прикиньте, не было бы 1552 года, захвата Москвой, Казанское ханство, остальные ханства были бы. Как мы жили бы, как вы думаете? Пришли бы 21 веку, Рахмат, Зур-Рахмат, пришли бы 21 веку, и у нас было бы свое государство, вот, допустим, как Узбекистан. Представили, да? Огромный, как бы, Татарстан с Башкортостаном, это отдельная республика. Как Пакистан, как Бангладеш. Даже у них есть, блядь, у них даже есть земли, блядь. Нет, мы рабы, блядь. 21 век, блядь. Пиздец, блядь. Попробуй, блядь, нос поточи Пакистану. Они вот недавно индусов вздрючили, блядь. Индусов эти, блядь, мамоебов, блядь. В итоге, если было бы вот это, точнее, вот этого пидораса Ивана не было бы, Грозного, блядь, черта этого, блядь, Татарстан, вот это, так сказать, ханство и Астраханское, Крымское ханство, оно бы стояло бы на месте. Прикиньте, какие были бы республики. Кстати, кто занимается вот этими видосиками и видосиками, GPT-видосиками, сделайте такой прикид. Если не трудно вам, у кого есть компьютер, сделайте вот такой прикид. Если бы не было бы 1552 года захвата Казани, как сейчас они в 21 веке жили бы по нынешним, так сказать, политическим обстоятельствам? Как оно было бы? Без Москвы, без участия захвата Москвы, ну вот эти термины поставить туда, и попробуйте-ка сделать видосик такой, 1-2 минутный какой-нибудь видосик, посмотрим, что скажет GPT, что оно бы показало бы, допустим. Давайте прикольнемся, как это будет со стороны виднее будет нам. Как бы идея такая интересная. Так. И вот поэтому как бы мы должны хоть как что-то сделать. Хоть как, не спать. Солдатская Аркадий Пахановский, солдатская любовь. Что за дичь? Вот это номер российской школы прорекламировали концерт шансонье Аркадия Пахановского. Это была новая акция пранкера Владислава Бухана, который разослал по российским школам приказ разместить эти афиши. В виде Пахановского на афишах выступил знаменитый художник Семен Скрипецкий, который уже много лет назад уехал из РФ и троллит российские власти. Ну, не знаю, кто он такой. Вот такая дичь. Какой-то Пахановский, блядь. Это тролль, как я понял. Черкесск, Махачкала, Грозный, солдатская любовь. Аркадий Пахановский. Информационный стенд, короче, везде как бы его эта тема. Ну, как сказать, блядь, вы к этому и идете, блядь. Если мы не оторвем вас с этих ебучих московских рук, вы к этому и идете, блядь. Вы будете такими же, так сказать, блядь, рабами, я не знаю, что можно сказать, блядь. Как его, ну, хуже даже. Дальше больше там, вам, как уже везде говорят, блядь, вырубили интернет, то все, короче. Ну, это война туда-сюда сейчас, если они замнут эту войну, вот в таком положении, как есть, замнут, допустим, да, интернет может у вас опять появится, блядь. Потому что снюхаются они с американцами, подружатся, и все, как будто ничего не было, блядь. Понимаете? Так и будет, нахуй. Если сейчас они на этой почве сейчас закончатся. И вся эта дичь, которая там на войне вернется домой, там у вас, конечно, будет как хуже 90-х, наверное, будет, блядь, самоубийство, убийство, блядь, каждый день пиздец будет, блядь. Если я вам, помните, рассказывал, ну, если кто меня следит, как с Чечни происходило. Люди нам, в Башкортостан, приезжали с Чечни, ну, которые воевали в Чечне, кто были в Чечне, они скидывали с себя, блядь, вот увидят какой-то ролик типа, блядь, в телевизоре, блядь, что-то там, в кино, что-то посмотрят, все, выкинул себя с окна. И это я прекрасно знаю, откуда. Получается, у моей сестры одноклассница по училищу, блядь, однокурсница, можно сказать, да? Вот ее брат выкинулся с окна, блядь.
был, короче, в Чечне, увидел, блядь, по телеку какую-то дичь про Чечню или что-то там, блядь, и все, выкинулся. Понимаете, самоубийство, блядь. А такой хрени будет до хрена. Во-первых, блядь, в Чечню то же самое они шли, блядь, убивать. Они не шли, блядь, защищаться. Тут то же самое. Двойной, блядь, спектакль. Такой же, блядь. Чечня, Украина, одно и то же, блядь. До этого еще Грузия была, блядь. Долбоебов хватает, блядь. И это не будет означать там, как там говорят, мусульманин, не мусульманин. Разницы нету, блядь. Разницы нет. Вот, сегодня только прочитал, я охренел. Какой-то, блин, пацан, дагестанец, в Дагестане сжег свою жену, блядь. Искали, вроде нашли, блядь. Вот если видели, блядь, какую-то Мальвину, блядь, сжег, блядь, свою жену, блядь. Это пиздец, блядь, в Дагестане, блядь. Куда катится мир, блядь? Манкурты, блядь. Нюх потеряли, понимаете? Нюх, блядь. Не слушают своих аксакалов, блядь. Оборзели, блядь. Жену сжег, блядь, из-за какой-то железной машины, блядь. Какую-то машину он, оказывается, подарил на махар, блядь. И сжег, блядь. Это же позор, блядь. Это же пиздец позор, блядь. Как можно на какую-то колымагу обменять жену, блядь? Нахуй ты тогда брал эту жену, блядь, и белоид, блядь. Сжигать ее, блядь. Шунарга еще добавлю. Мне же до сих пор обида это стоит мне. Поехали, блядь, одного нашего брата, 3-4 дагестанца пиздить. Манкурты. Я эти нормальные дагестанцы не буду говорить. Нормальные дагестанцы не такие. Манкурты поехали пиздить того манкурта в Казань, блядь, не поленились поехать, пизды ему давать на видео, блядь. В прошлом году я закидывал вам это видео. И после этого, блядь, туганлар, блядь. Вы воспитываете своего дагестанца дома. Воспитывайте дома, чтобы он не сжигал свою жену, блядь. Кишибаласан, блядь. Вот Кишибаласа ты не имеешь права чужую жену, точнее, блядь, чужую дочь сжигать, блядь, ёпта. Давай твою жену, точнее, твою дочь сожгем, блядь. Охуеть можно, блядь. Поэтому, туганлар, блядь, деградация во всех землях. Вы не удивляйтесь. Дагестан, там, Чечня или где-то еще, блядь. Вот на Луне, блядь, деградация. А деградация откуда идет, как вы думаете? Деградация идет от Москвы. Все, блядь, все ваши горе, беды, блядь, пинайте только на Москву. Все на Москву идет, блядь. Все с Москвы идет, блядь. Нет чужого другого места, блядь. Где-то там не придумывайте. Ни Америка, ни Украина, блядь. Ни, блядь, Израиль вам, никто вам нахуй там не мешает. Вам мешает только Москва. И вот от Москвы вы страдаете. Вы думаете, что вот, типа, блядь, как бы я в России живу, россиянин, и для меня Америка враги там. Европа геи, блядь. Враги тоже, блядь. Пипец, блядь. Вы до такой степени засорены, блядь, тупизмом. Это тупизм просто, блядь. Что возле себя, блядь, врага не видите. Идете воевать за них, потом, блядь, из-за какой-то сраной машины убиваешь жену, блядь, потом СВОшники приезжают, блядь, режут всех подряд. Вы понимаете, тут врагов не нужно. Враги вы сами себе, блядь. По наводке шайтана Москвы. Москва это шайтан. Огромный шайтан, который, он же, шайтан может же в чужом теле быть. Вот он в чужом теле. Шайтан в чужом теле управляет над вами. А вы сломались. Почему сломались? Потому что у вас имана нету. Не то, что слабый иман, блядь, как сейчас привыкли говорить, слабый иман, укрепи мне иман, да, мы говорим. Это тоже какая-то клоунада, блядь. Иман есть или нет бывает? Да или нет, блядь, слово есть. То, что укрепи, блядь, не укрепи. Понимаете, это же тоже клоунада, блядь. Дай здоровье, не дай здоровье. Это так, что ли? Дай здоровье или не дай? Или чуть-чуть дай здоровье. Потом не давай здоровье.
Так получается, иман чуть-чуть, побольше иман. Если так сравнивать, да, ну, клоунада тоже. Шунарға достар, имансызлық deyip шулай сөйлеген мына. Имансыз кішілер, мына шу дәрежеге жетті. Хатынын өлтірә, баласын өлтірә, блядь, атасын өлтірә, аны өлтірә, мұны өлтірә. Да хрена. Да, что далеко бегать-то, блин. Вспомнил еще. В Казахстане же тоже такая дичь происходила. Какой-то богач убил в прошлом году свою красивую жену, блядь. Как можно красивую свою жену убить, блядь? Я хуею. Вот я, блядь, сука, здесь скитаюсь в ебеня где-то, блядь. Не могу жениться, блядь. Они тайер турган хатанын ультраляр, блядь. Она твоя жена, вот, блядь. Блядь, она твоя, блядь. Сука, как ты можешь убить, блядь? Я хуею над людьми, блядь. Сука, иди убей, я не знаю, блядь, москвичей, блядь. Иди убей нахуй, блядь, Путина, блядь. Убей их, блядь. Как может, блядь, убивать кого-то, блядь? Я просто херею, блядь. Просто пиздец, блядь. Так. Идем дальше. В Саха, Якутия готовится к своему празднику вместо навязанного. Саха возвращает свои традиции. Ну, не знаю, что за традиции он возвращает свои. Ну, тут загружать уж больно не будем. Прочитаю чисто. В деревне Нахара местные жители готовятся провести праздник бык голода. Холода, блядь. Это традиционный образ из мифологии народа Саха. Он связан с природным циклом зимы. Считается, что бык холода приносит морозы, а с его уходом наступает весна. С приходом русских здесь начали отмечать чуждую коренному народу Масленицу. Она к культуре Саха отношения не имеет. Это заимствованный славянский обряд, который просто не является частью местной традиции. Поэтому здесь отмечают свое, то, что выросло из языка, земли и памяти народа. Вот как-то так. Мне опять заблокировали ТикТок. Уснул? ТикТок опять заблокировали. Прикинь, почему я вспомнил, что убить Путина я сказал. Сразу блок. Прикинь. Охренеть, вот он сейчас заблокируется, блядь. Тупизм, блядь. 50 человек сидело впервые, блядь. В ТикТоке 50, блядь. А здесь 0, прикинь, здесь вообще никого. Но я веду, почему? Потому что здесь запись идет уж, вырублю, а здесь никого нету, блядь. Короче, я вырублю уже тогда. Давайте, Исансо. Это вырублю, потому что 0 человек здесь, блядь, охренеть, блядь.